26 января является Международным днем таможенника. В преддверии праздника корреспонденты ЕСА оказались в самом центре работы по обеспечению таможенного контроля в международном пункте пропуска аэропорта Якутск, куда прибыл регулярный авиарейс из Харбина. Сначала весь багаж проверяется на интероскопе, и в случае, если к владельцу багажа возникают вопросы, связанные с перемещаемым товаром, он подходит к стойке инспектора, где, собственно говоря, проводится контроль в форме опроса, ну, по необходимости осмотра багажа. Сейчас зимой расписание крайне небольшое, то есть у нас, по сути, 2 регулярных авиарейса. Это вот в четверг выполняется рейс в Харбин и обратно, и в воскресенье, понедельник выполняются рейсы на Сеул. Эти рейсы выполняются авиакомпанией «Якутия». По багажу тут есть определенные ограничения по их, скажем так, стоимостным и количественным ограничениям на беспошлинное перемещение багажа. И есть перечень товаров, которые тоже попадают под различные запретные ограничения. Но, как правило, вот именно в сфере запретных ограничений происходят какие-то нарушения, связанные с тем, что люди возят товары, которые, допустим, запрещено возить в Российскую Федерацию. Чаще всего это, допустим, могут быть элементы холодного оружия, да, в виде кастетов, дубинок и тому подобных вещей, которые запрещены к ввозу. Нарушают нормы беспошлинного ввоза табачных изделий. Да, то есть, дело в том, что в России можно ввозить, каждое лицо может везти всего лишь 200 сигарет. Это один блок, ну там либо там есть, если нет сигарет, это могут быть, допустим, табак 250 грамм. Обычно вот бывает нарушения в этой сфере, то есть их где-то в среднем около 20-30 нарушений. Ну, вот. Ну, обычно при вывозе это опять же товары, подпадающие под ограничения, то есть на которые требуются на вывоз разрешительные документы. Это культурные ценности, это части животных, то есть у нас были попытки вывоза струи, кабарги, лап медведя. Это необработанные камни. То есть это вот выявлялись факты перемещения хром-диоксида, янтаря и тому подобных драгоценных полудрагоценных камней. Примечательно, что в работе по обеспечению таможенного контроля аэропорта Якутска участвуют и их четвероногие помощники, служебные собаки. Кинолог Благовещенской таможни Кыскырбай Султанов рассказал о том, что входит в обязанности одного из самых важных сотрудников служебной собаки по кличке Васса. Ищем наркотики, чтобы через наши таможенные границы не пересекало наркотических и психотропных и не сильно действующих веществ. Обучение проходило в Москве, у нас в кинологическом центре в Москве, международный кинологический центр. Все курсы проходили, там обучается на все это. Воздушное судно мы осматриваем, как багаж снимается, после багажа самолет полностью тоже проходим, осматриваем, чтобы там тайники там, и самому борт самолета тоже. У нас основной находится в Благовещенской таможне, в городе Благовещенске. Здесь в таможенном посту два кинолога, 2 собаки. Отметим, что не все 69 пассажиров рейса из Харбина благополучно прошли таможенный контроль. В отношении 2 физических лиц возбуждено 2 протокола об административных правонарушениях. Предметами нарушений явились табачные изделия. Их граждане пытались ввести сверх разрешенных норм. Отрадно, что сотрудники таможенного поста отличаются сдержанностью и оперативно решают возникающие различные спорные ситуации. Воздушные ворота в Якутию находятся под надежной защитой, и остается только поздравить работников таможни с их профессиональным праздником.